Короче, мы Вот. начинаем подкаст Safe Space. Всем привет. Меня зовут Лиза. Это Саша. Про что мы делаем подкаст? Мы делаем подкаст про менталку и про работу в контексте белорусской реальности, так вот сказать. И каждый раз мы приглашаем новых гостей и гостей для того, чтобы поговорить с ними про их опыт, но наша цель не найти какое-то лекарство, а наша цель поговорить с нашими прекрасными гостями, чтобы почувствовать их опыт, перенять, отзеркалиться. И поэтому у нас сегодня в таких прекрасных как это сказать, хоромах очень интересный выпуск. Про что же наш сегодняшний выпуск? Я не знаю, Саш, возможно, ты можешь рассказать. И можешь рассказать, почему мы тут вообще... Что мы сегодня будем обсуждать? Да, сегодня мы говорим про то, как дистанция от работы помогает сохранить самого себя. И мы позвали в гости Антона. Антон, представься, пожалуйста. Я Антон, я гость, действительно. И у меня действительно есть опыт, я работал, правда. Вот, да, я, в общем-то, и архитектор, урбанистас теперь уже, после какого-то времени. Сейчас работаю в Литве, Поэтому ты просто... урбанистас, а не урбанист. Именно. И поэтому, да, мне просто тоже интересно поговорить про свой опыт, потому что я работал в некоммерческой сфере, работал в коммерческой сфере, и работал по 12 часов, работал по 3 часа. Ну, правда, мне платили тоже за 3 часа. Вот. Просто недавно, по-моему, это был, да, Билл Гейтс, что через 5 лет мы все будем работать по 2 часа в неделю. Или нет, там больше времени было. Вот. Но я посмотрел на это и подумал, ну да, ты-то, может, и будешь работать 2 часа, а мне придется все-таки 22. 20, да. Вот, зная специфику архитектурной сферы и так далее, про которую, возможно, поговорим, если вы захотите. Нет, мы тут собрались про то, чтобы вообще не про архитектурную сферу говорить. Вот. Может, и лучше. И, да, в общем-то, да. И мы знакомы, на самом деле. И с Лизой, и с Сашей знакомы. Вот. Блин, как неожиданно. Да. Приятно познакомиться с тобой, на самом деле, через 5 лет. 5 лет знакомства? Ну, приятно познакомиться. Да, наверное, 5. Я уже не помню, да. Так, Антон, зачем ты пришел? Но мне важно было рассказать про разницу. Мне кажется, всегда, когда люди говорят про работу, очень часто люди разделяют работу и личную жизнь, например, да? И, может быть, это так, но я бы поправил немного границы работы и личной жизни и расставил в других местах, где я, может быть, потом скажу, не сейчас. Вот. И в целом рассказать, насколько есть работа, да, есть труд. И насколько вот этот голый, малооплачиваемый иногда, даже если нормально оплачиваемый, но тяжелый труд, насколько это хуёво, да? Типа, работать — это хуёво. Мы с тобой так и не поняли, мы с тобой разговаривали до этого, и так и не поняли, когда ты начал работать. Я начал работать довольно поздно, то есть прям очень поздно. То есть я начал работать, наверное, в лет 20 сначала, но это всегда была какая-то временная работа, что-то несерьезное, знаете, говорят иногда про отношения тоже так, типа, это было, но это несерьезно. Вот, а потом, наверное, в лет 26, да, наверное, 26 лет я начал серьезно работать. С осознанным выбором и постоянно, вот. И то есть, если посмотреть назад, типа, сколько? 8 лет на 8 лет я мог больше работать. Представляете, где бы я сейчас был? А тебе грустно от этого? Вот, с одной стороны грустно, с другой стороны, вроде бы, с этим можно жить, да, не пригласили бы вы меня на подкаст, вот, если бы я проработал больше, возможно. А так, видите, как сложилось? Лёс так склался. Да, вот, и... я полностью не принял этот опыт еще. Еще я 10 лет учился в Беларуси. Ты скажи, сколько тебе лет, если ты хочешь говорить?
Ты Здрасте. скажи, я начал работу в 26, и там И какую-нибудь мне 20, и формулу. мне 27. Да-да-да. Вот, нет, мне за 30. Уже всё. Блин, мне так нравится вот этот возраст за 30. Но Я ещё- ближу, но я ещё на- приближаюсь но к я ещё- этому. Я еще начинающий тридцатник. Начинающий Вот, тридцатник? да, Ну и- подожди, пожалуйста, пару лет. Ну, меньше, чем пару лет. Вот. Да нет, короче, мне 33 почти, уже буквально осталось совсем чуть-чуть до этого. Вот. И я работал, сколько, 7 лет, да? И вот ты говорил про то, что это вот как серьезная работа. Мгм. Серьезная. Вот ты Серьёзная. пошел в 26 на серьезную работу. Чем она отличается от несерьезной работы? Ну, полной занятостью. Это единственное? Вот. Нет, ну и моим осознанным выбором, потому что это была работа, по сути, это было то, чем я собирался заниматься, то, на что я отучился отчасти. Мгм. Вот, и, ну, и учился я на архитектуре в Беларуси. И, ну да, то есть это было... И как-то очень быстро я влился. И Куда? я в работу. Так что для тебя вот эта вот серьезная работа? Ну вот ты говоришь, Ам. типа, полный рабочий день, да ну. Да, именно так. Ну, то есть... Это не обесценивание. Можно работать полный рабочий день. Вот мы снимаем сейчас полный рабочий день. Это работа? Чуть больше. Больше. Чуть. Это? Да. Мне, ну, как бы, если все особенности этого учитывать, то здесь есть отличие. Одно главное. Всем привет, как говорится. Вот, ну пока, возможно, потом его не будет. Для этого вам надо подписаться на нас и задонатить нам деньги, да? Вот. Чтобы Антону- И, кстати, Пиццу в следующий раз заказывали вы. и в этом, кстати, есть разница, что я будто бы из-за того, что, возможно, я начал работать позже, мне очень повезло, я минул вот эти все бесплатные стажировки, потому что этого очень много в архитектуре. Ну, то есть часто ты работаешь просто, чтобы, не знаю, тебе позволили в офисе, не знаю, использовать машинку, которая режет пенопласт. Потому что это круто. Слушай, Не привлекает? ага. И вот ты говоришь про стажировки, и говоришь, что ты сразу начал вот типа такую серьезную работу. Вопросик. Но ты пришел в 26, типа, и сразу на серьезную работу. Правильно ли я понимаю? Да, пускай можно повторить серьезную работу еще. Серьезная работа, кстати. Приходилось ли тебе делать что-то, чтобы показаться больше профи, чем ты есть? За все. Ну вот ты пришел. Да, просто это очень сложно представить без бесплатных стажировок, что ты приходишь, и у тебя есть уже какой-то набор практических навыков и умений, которые нужны. Я думаю, я это получил отчасти во время учебы, потому что у нас было довольно сильное комьюнити, не как бы вне университета. Мгм. И там мы получали образование, там, не знаю, приезжали, условно, архитекторы из других стран, делали какие-то воркшопы, и на самом деле, наверное, вот это отчасти помогло. Да, и где-то я тоже работал несерьезно, но работал, вот, и все в сумме это как-то, сложилось и заработал. Ну, из того, что мы с тобой разговаривали, как я понимаю, в архитектуре действительно старт такая сложная тема, но даже в профессии, на которую я выучилась, мне пришлось пройти очень много там стажировок, практик. У меня каждое лето была практика от универа. И, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь, что типа, вау, ты минул. Ну, у тебя не было вот такого, я не знаю, ты там приходишь и такой: знаете, я умею пользоваться этой программой, и вообще я умею пенопласт как бы резать, а сам ты такой: Сколько Как? раз ты врал в резюме за всю свою жизнь? А на самом деле никогда. Я как есть все говорил. Ну, то есть... он идеальный, он святой, мне кажется. Вы чувствуете? Мы сделали ему нимб? Я просто не помню. Мне кажется, Мне это кажется, не да. будет Поставить видно. потом. Там типа надо у команды спросить, видно нимб или нет. Нет? Нет? Нет, обычно это просто, как бы, мне казалось, что я умею, а потом я начала работать, и оказалось, что нет, я не умею. И нужно учиться вот прямо здесь и сейчас. Ну, то есть, Ага. вот. И в этом плане... это такие бытовые вопросы, типа, да. Есть. Слушай, а какие у тебя представления были об архитектуре тогда, какие сейчас? Изменилось ли вообще что-то спустя 10 лет? Или сколько там? Да нет, все то же самое.
как Ты бы, врешь. вот, да, немного, ну, как бы, есть проблема в том, что, и это очень большая проблема, что когда люди поступают вообще на архитектуру, слышат про архитектуру, есть такой миф, есть какая-то вот такая и архитектурная идеология, да, о том, что архитектура — это про фантазию, это про ваши... Вы строите миры, да, это про воображение. Вот. Но первое, что я могу сказать после вот стольких лет, это то, что если это про воображение, то это про репрессированное воображение. Очень сильно, да. То есть вы как бы... Ты можешь воображать и придумывать, но только вот так, как мы... Ну, не то, что как мы тебе скажем, но так, как заведено, допустим, у нас в офисе, или как заведено у нас в целом в сфере и так далее. Это очень ограниченный выбор, потом это становится понятно. Ты смог как-то с этим смириться? Ам, Я думаю, да. Я разъединился. Сериал «Разделение». Разделился, да. Я за разделение. Да? Я хотел это сказать. Просто Антон не досмотрел на данный момент, когда мы записываем второй потом, сезон. возможно, Да. досмотрю и скажу, боже мой, нет, никогда. Скорее чувствую себя некомфортно и, наверное, насколько-то неловко в этой всей ситуации. Если посмотреть на то, что происходит в мире сейчас вообще, ну да, и на то, что я делаю. Какой-то как А бы что надо делать? гэп какой-то будто бы есть, да, где-то, не знаю, войны, Трампа, можно про Трампа говорить? Да, можно. Вот, и все остальное, как бы, и, ну, как бы происходит пиздец, а я занимаюсь сейчас, по сути, озеленением литовских городов, и это очень круто, и это важно, не знаю, в мировом масштабе. Блин, это такой мем, извини, пожалуйста. Белорус приехал в другую страну, чтобы поделать, как не убирать мусор, типа сделать все идеально чистым и не озеленять эту страну. Ну, судя по тому, что ты рассказываешь, архитектура представляется мне какой-то монументальной структурой, которую очень сложно поменять. И, наверное, кроме твоего белорусского опыта, есть еще вещи, которые архитектура заставляла меняться в тебе. Ну, Тебе часто приходится подстраиваться под правила игры индустрии, или это все не настолько жестко? ну, это очень бюрократизированная сфера, да, если сравнить, не знаю, допустим, Ну, попробуй найти сферу, которая не будет а, бюрократизирована. ну, если в широко сферу искусства как-то арт-сферу определять, я думаю, там тоже можно найти, но все-таки я думаю, что в искусстве проще быть свободным, да, чем в архитектуре, Ну и потому что... бедным. Но и бедным. В архитектуре, боже мой, тоже нормально. Подожди, но, типа, искусство, оно иногда такое, типа, окей, я буду бедным художником, но художницей, но вне капитализма. В архитектуре ты не можешь быть вне капитализма. Да, и это очень интересный вопрос. Ну. И это и возможность, потому что ты можешь влезть в капитализм и оттуда изнутри И оттуда как ковырять, червячок да. в яблоке. Вот, но с другой стороны, от этого и какая-то может появиться безысходность, да, и очень часто вот это вот, я где-то сказал про идеологию, про миф какой-то, архитектурный образ такой, и очень часто, да, как бы есть, ну, как бы люди, которые уходят из архитектуры, они часто порицаются, да, внутри сферы. Ну, то есть люди, там очень много амбициозных людей, и, увы, вот эти амбиции, там, горящие глаза, которые были на первом курсе университета, они превращаются в небо цвета цепелинов. Слушай, но это вот как раз-таки то, что мы обсуждали про, наверное, частично дедовщину, и мы до этого разговаривали про то, что есть внутренние какие-то, не знаю, там, как правило, если там кто-то уходит просто из архитектуры под коммерческую архитектуру, мог бы ты про это рассказать? Ну, то И есть, какое у тебя просто мнение по этому поводу? Было ли у тебя ощущение того, что типа, к черту все, пойду там по нормальным правилам, но хорошей зарплатой? в других сферах. Нет, в Или- архитектуре, но типа, ладно, ты рассказывай, я думаю, мы схватимся. Вот. Я думаю, что, ну, как бы, да, есть вот какая-то стигма. Опять же, я говорю, это для тех людей, которые сильно замотивированы, да, есть люди, которые там, ну, не знаю, можно
отучиться вот на архитектуре, и как бы, мне кажется, не знаю, возможно, потому что мне промыты мозги, и не понять, что это такое. А Я, у тебя возможно, вообще было за все это время желание уйти? было, но и оно, и оно, может быть, до сих пор есть, но для меня уйти в другую сферу — это что-то очень серьезное, и то есть я не могу просто взять и там, просто возьму и попробую вот это. А почему нет? Для меня нужен список аргументов, почему я это делаю, и, возможно, я когда-нибудь это сделаю, и, возможно, я хочу уйти, но в смежную от архитектуры сферу, и она связана просто с архитектурной теорией, да, потому что проблема вот того, что я занимаюсь сейчас, допустим, тем, что изучаю литовские города, и мне все нравится, но проблема в том, что мне хочется задавать вопросы и разбираться, почему вообще так получилось. Вот не только в архитектуре, а вообще в мире и во всей вот этой сложившейся ситуации. Но как бы я могу задавать все эти вопросы, мне могут сказать, ну, как бы, это очень хорошо, ты очень хорошие вопросы задаешь, но начерти-ка нам план, потому что нам сдавать завтра. Вот. И ты возвращаешься обратно к рутине. Ты задаешь вот этот вот какой-то мега вопрос, знаешь, типа Ну, big я просто, plan. я просто не, я должен всегда отвечать, да, то есть я не могу задавать вопросы, я должен отвечать в этой позиции, когда ты работаешь с практикой. Вот, но с другой стороны, это позволяет мне видеть, что происходит в целом, тоже с этой призмы в сфере и так далее, вот. И про уход в другую сферу, да, я недавно тоже, или какое-то время назад прочитал книжку Out of Architecture, как из архитектуры, где люди, которые долгое время пробыли в этой сфере, рассказывают про то, что уйти — это нормально, да, как бы, ну, в этом нету ничего предательского, да, если вам не нравится зарплата, уходите, ну, не нужно сидеть на одном месте. Если, не знаю, вам не нравится ваш босс сексист, уходите. Слушай, просто вопрос извне, возможно, который внезапно просто у меня в голове. Заставить тебя уволиться. Нет, Нет, я не хочу увольняться. не-не-не, у меня вопрос извне. Вот мы говорили про архитектуру, и архитектура — это вроде бы что-то понятное более-менее людям. А потом мы начали говорить про урбанистику, и я понимаю, что, ну, как бы мы вместе работали, и я понимаю, что такое урбанистика. Ты еще больше, гораздо больше понимаешь, что такое урбанистика. Но вот нас будут сейчас смотреть люди, и они такие, что такое урбанистика? Ты мог бы Вообще, сказать, что да, это вообще, такое? во-первых, Чем оно отличается вообще? во-первых, я бы назвал это урбанизм, как Ага. опыт, практика, да, и, Задушнил. ну, просто, Вот я с ним работала точнее, когда-то. и тут еще интересней получается, что на самом деле я ландшафтный дизайнер и дизайнер городской среды, но при этом урбанист. И урбанист как бы тоже нет такого официального тайтла Ну, да, да. в Литве. И все это собирательная профессия такая, которая... Ну, главное, что мы работаем с городом, да, и это очень широкое определение. Я не про Литву, я вообще в Нет, общем, чтобы да, люди урбанизм. поняли, чем Что такое? отличается урбанизм от архитектуры. На простом языке, там, не знаю, как Я для могу пятиклашки. сказать очень хорошую разницу, Давай. показать разницу. Я до этого работал в другой литовской компании. Мой директор, который был Мой директор. бывший, Мой который- бывший директор. который работал в Голландии, и как-то раз они, урбанисты, решили нанять архитектора. Или нанять. Извините, пожалуйста. И Кстати, и Голландии не существует. И они после этого решили, что лучше этого больше не делать. Чего? Это про разницу между архитектурой и урбанизмом. Потому что Не поняла все равно. урбанизм — это очень, как бы, с одной стороны, собирательно с разных сфер профессии, с другой стороны, там очень много аргументации, очень много каких-то стратегий, очень много планирования, в том числе, не знаю, разных вариантов концепции, например, какого-нибудь района или еще чего-то. А архитектура — это очень много про, типа, с одной стороны, искусство и какую-то... вот когда я говорил про то, что это амбициозные люди, к сожалению, иногда амбиции там выходят, допустим, в какую-нибудь странную волбуку на фасаде. Да? Во что, извини? Что? Волбука, есть такое слово. Может, я придумал? Не знаю. Надо Можно посмотреть. объяснить? Не знаю, какая-то странная штука. А просто можно по появляется. буквам? Нет. Вот. И, ну, это очень, как бы, такая... как бы сказать, Волбука.
Да. Хорошо. Вот. Отъебись уже от человека. Не могу. Вот. Но мне кажется, мы очень долго про это Мы потом это разговаривали. обсудим. Да. Вот. Хорошо. Ну, да, понятно, чем занимается коммерческий сектор архитектуры и урбанистики, но вы работали в некоммерческой организации. 5 лет назад мы с Антоном познакомились из-за того, что я пыталась сделать вид, что я серьезно провожу собеседование. Да, мы реально был собес. Ну, в некоммерческую организацию, которая занимается урбанистикой. Да. Что Да. делала эта организация? Ой, хороший вопрос. Давай, Антон, что мы делали? Нет, очень много всего делали, и опять же я пришел туда, потому что это был 20-й год, и мне хотелось помогать белорусскому обществу во всех смыслах. И мне показалось, что, ну, как бы коммерческой сферы мне мало, а тем более я хотел менять жизнь Беларуси через архитектуру и урбанизм, а Мгм. оказалось, что я вдруг начал менять его в Казахстане. Блядь. Ну, в Внезапно. коммерческом секторе. Да. И вот, ну, тоже интересный опыт, но как бы весь движ происходил в Беларуси тогда, и мне хотелось прям окунуться с головой, вот, не хотелось получать деньги. Вот, сколько можно, да, Хочу страдать. что вы мне платите, обременяете меня, да. Ну, Ну, ты пришел в некоммерческую среду из коммерческой. Да, и Ты сталкивался с каким-то осуждением откуда? С из коммерческой части? среды? Да. И, возможно, оттуда это как бы выглядело как что-то несерьезное. Ну, боже мой, да, мы-то тут деньги зарабатываем, а ты что? Вот. Но в целом, наверное, немного этого было, потому что, опять же, это какой-то комьюнити, кто-то кого-то знает, все понимают, про что это. Мне кажется, в Беларуси это было так. Вот. Но, конечно, ну, какое-то время я работал и там, а потом вообще отказался от денег. Вот, практически, да. Жаль этого добряка. Вот, но тогда мне это надо Как же было. он чувствует? Да, но тогда мне зачем-то это надо было, да, и это был такой интересный опыт, когда я решил попробовать себя. И как оно? Ну, попробовал, и И что, как-то... вкусно? Нет, ну, как бы, нет, это очень важный опыт, но в конце тоже у меня было очень много, не знаю, несколько слоев розовых очков, если можно так Там просто сказать, да. фильтры, наверное, разного оттенка. Да. Что такое некоммерческая сфера, да, кажется, ты туда приходишь, и этический вопрос сразу решен, потому что ты делаешь что-то важное, можно про это вообще не думать. Но потом оказывается, что, да, можно работать в коммерческой сфере. Опять же, не то, что у меня был какой-то плохой опыт, просто он был В некоммерческой или в в, коммерческой ко- в плохой? и в коммерческой, и в некоммерческой, но я говорю сейчас Везде плохой опыт, Нет, не то чтобы был, да? его там не было. И я про то, что в некоммерческой сфере, да, ну, это интересный опыт был, да, то есть он Мгм. многообразный, я бы сказал, учитывая еще время, которое Ну да. было, и вообще, да. И что, как оно, вот приехать сюда, в другую страну, в Литву, и по сути, если вот этот вот моментик обнуления, надо было ли тебе обнулить весь свой опыт белорусский, чтобы быть здесь новым самим, самими Сабиби? Новым нулем. Да, новым нулем. Либо это наоборот тебе помогло, опыт белорусский. Надо было ли обнуляться? Я приехал в Литву, и это как раз то время, когда я поработал в НКО какой-то промежуток времени, но потом ситуация стала более сложной, и я ушел в никуда, в Литве, где не было как бы никаких, ну, как бы, это абсолютно новая страна была, и мне нужно было создавать социальный капитал с нуля. И в этом плане мне было немного проще, потому что у меня, как бы, он был, может быть, не такой большой в Беларуси. Ну, как бы, я не медийная личность, правда. Вот, но после этого выпуска я не знаю. Блин, мне кажется, это какое-то черно-белое. Типа, либо ты с нулевым капиталом Нет, социальным, либо но... я медийная Не, ну личность. я шучу, конечно, да, то есть... Но Мы подпишем это. Я шучу, и конечно. при этом, как бы, то есть мне не было это сложно, это скорее, для меня это выглядит какой-то возможностью. Вот, и первый раз, да, я нашел работу на какое-то время. Вот. Второй раз это казалось не так интересно, да, когда ты пишешь опять те же компании,
тебе ничего не отвечают, или отвечают меньше людей, вот. Но на самом деле меня очень хорошо принимали, даже когда там не могли предложить что-то в компании, говорили, что, слушай, а ты вот тем писал, давай мы напишем рекомендационно, хотя они знают 2 минуты меня. Вот, и в этом плане, да, вот когда уже второй раз я искал работу, вот тогда очень интересное обновление произошло, потому что вот я проработал полгода. Я помню эти сложные отношения. В этот момент Ага. я вдруг понял, что да нет у меня этой работы, да и похер, да. Я начал писать в места, где искали мойщика посуды и там людей, которые занимаются... да, Доставщики? Да, не доставщик, мойщики посуды и официанты, сори. Боже. Потому что ты забываешь на Да, русском, я иногда да? забываю слова. А на И белорусском? Извини, реально заскамила. зашеймить захотели. Ну. Вот, и меня спрашивают, а у вас точно есть опыт? И я отвечал, я работал в архитектуре. У меня 10 лет образования в Вот, архитектуре. я менеджером работал, вот. И после этого мне показалось, вообще не важно. Что не работа, важно? то, что работа, это просто работа, да, вот. Раньше у меня были какие-то сомнения, мне было немного, мне могло быть, я переживал за то, насколько там у меня высокий перформанс, насколько Что такое высокий перформанс? насколько эффективно я работаю в какой-то компании, да. А вдруг меня уволят завтра? А что, если, не знаю, там, может, им не понравится это зеленый, который я... Нарисовал зеленый. Да, вот, и... Недостаточно зеленый. Недостаточно зеленый, да, вот у Саши зеленый, достаточно зеленый, да. Вы охуели? Вот, а в этот момент у меня какое-то было, опять же, вот такое обнуление и понимание, что, я же могу заниматься чем я хочу вообще. То есть, и это интересно, что постоянная работа как бы закрепощает нас в каком-то смысле, потому что, то есть нам важно определять себя через работу больше, когда мы работаем, там, не знаю, в какой-нибудь компании 5 лет. И не дай бог, вот это наша работа там закончится, кто мы тогда. А когда, типа, тут работа появилась, тут пропала, я остаюсь с собой. В лучшем случае. Мы говорим сейчас про одну сторону, что ты там в новой стране и не можешь найти ее, да? А потом есть другая сторона, где ты сидишь, у тебя работа, и ты такой, вот этот мем я запрещаю вам срать, там, типа вот этот вот. Было такое? Важно, вот этот голый труд, да, который... И он есть в любой работе, да, он есть, как бы очень часто, опять же, я говорю, что это как бы разделение не замечается, или не обсуждается, но если кто-то... И вот я вывел даже для себя такую формулу, которая, вот такую или такую, да, что если вы работаете на своей работе, и у вас 95% труда и 5% какой-то условно креативной части, то, возможно, все еще не так плохо. Да, если ее меньше, то вы скоро, видимо, выгорите и вообще лучше уходите, да. А как ты вывел именно? Но есть еще вторая сторона, Ага. что если вы работаете на вашей любименькой прекрасной работе, и вам кажется, что 100% вашего времени вы занимаетесь вот этой креативной частью, то вы, ёбнулись просто. Вам пора идти. Я могу диагноз поставить. Вот, Какой? Давай. Просто потому что такого не бывает, да. То есть... так невозможно вообще ничего без труда. Да, но и это значит, вы настолько идеализируете, да, свою работу, что у вас уже там, просто с вами, как бы невозможно в одной комнате находиться и... Возможно, надо уже проветрить. Типа, Да. Только это не от душности, а... Да, Я думаю, нужно проветрить тут. Мы слишком душни? Я думаю, что где-то Антон не прав. Давай. Давай, спорим. Давай. Но я не буду. Давай. Нет, я готов. Какое-то не очень честное уравнение получается. Почему 95% от труда, 5% креатива? И что вообще это все значит? Это значит, что труд занимает очень большую часть времени в любой работе. Что такое креатив? Подождите, мы говорим про креативные индустрии?
Нет. Но я Мне просто... нравится, как ты повернулся, я такой... Нет, я просто могу уточнить, почему я заговорил про креатив и не креатив. Давай, пожалуйста. И мне важно разделять вот работу и личную жизнь в немного других категориях, в немного других даже процентах, новая формула. Очень часто говорят, что вот есть работа, есть личная жизнь. И что такое личная жизнь? Это там какие-то Свидание из Тиндера. свидания с Тиндера, если они есть, Голуби. голуби, там, не знаю, общение с друзьями, семья, отдых, поехать куда-нибудь отдохнуть. Клайпеду покормить чаек. Да, вот. И вот это вот личная жизнь, а работа, ты приходишь в офис, там, перформишь какое-то время, и вот, да, как бы, пожалуйста, как бы, какая проблема в этом, да? Отдыхай, работай. И для меня это проблема, потому что мне кажется, что в личной жизни должна входить часть работы, но в том понимании, которым я понимаю, что трудно, Хорошо объяснил. трудно себя идентифицировать без какой-то деятельности, в принципе, да. И Вопрос, кто я? да, то есть и это не значит, что вот часто говорят, что это проблема, мы идентифицируем себя через работу, и это плохо, и что мы Мгм. вообще просто люди, да, но если я буду человеком, у которого есть друзья, есть мама, папа, есть, там, не знаю, сестра и там какие-то отношения разного рода, то все, я сложился. Ну, как бы здесь чего-то будет не хватать, и в эту часть личного времени я бы включил часть работы. И есть вот это, пошло из Древней Греции, разделение на work и labor, да, это как на работу и труд, да, и вот эта вот часть работы, она более, и туда включается креативная часть. Ну, я просто переназвал это таким образом. И точно так же, когда вы работаете на своей работе, и у вас есть вот эти 5%, я очень хорошо знаю, что это такое, когда, я не знаю, там, делаю вот эту картинку, я понимаю, что можно делать бесконечно лучше, мне нравится, я увлекаюсь, и я понимаю, что... И вот это вот связано с моим... И я понимаю, что делаю эту картинку лучше, я потом смогу где-то еще делать эту картинку лучше, стратегически как бы. Типа Это связано... накапливая опыт? Да, Ага. это вкладывается в мою жизненную историю и так далее, и так далее. То есть вот эта часть меня, которая присутствует в работе какой-то. Я боюсь уйти в вопрос про идеализацию все равно каких-то Да, рабочих процессов. окей, Ну вот про то, что типа, я готов. я нет. Как же это знакомо. Что именно? Что ты не готова. Ну вот ты говоришь про то, что важно для тебя включать работу в личную жизнь. Мгм. И вот ты говоришь там, что вот я здесь поработаю, это повлияет на мою следующую там жизнь и работу. Но это же все равно про работу. Подожди, работу или деятельность? Да, и вот это важное разделение, потому что я говорил, часть работы может включать в себя деятельность, Хорошо. Ты можешь быть активисткой, тебе Ну, могут платить за это деньги, ты станешь худшей активисткой из-за этого сразу. худший? Да, хуже. Ну, то есть ты уже не такая активистка, потому что... Ой, извини, это вопрос другого какого-нибудь выпуска про то, что активизм не оплачивается. Ну, ты можешь ответить на этот вопрос здесь. если- Активизм должен оплачиваться, все люди работают. Вот, видишь? И ты Поэтому уже- подписывайтесь на нас, чтобы мы могли оплатить нашей команде за их работу. Но сейчас ты втягиваешь себя вот тоже в такую историю, когда работа отчасти, да, это же активизм, включает твой личный интерес. Если ты поняла, про что. Ну, это профессиональный активизм, например. Что именно профессиональный активизм? То, что мы сейчас делаем. Ну да. Kind of. Да, можем вернуться просто к этой Ладно, истории давай. почему личное это тоже про работу, что-то Ну. личное есть в работе, и что-то от работы есть в личной жизни. То есть, Мгм. ну, как бы, я говорю, оставьте меня вот со всеми вот этими Оставьте историями. меня. Да, Идите оставьте дальше. меня. Всё. Оставьте меня умирать в архитектуре. Со всеми историями вот этими там отдыха, ездить куда-то в поездки и путешествовать, и, ну, и мне будет там чего-то не хватать, да.
потому что должна быть какая-то деятельность, именно для меня, я не говорю, что для всех это важно. И что важнее для меня, иметь и четко, почему я говорю про дистанцию, и как вот эта дистанция, мы, наверное, поговорили про то, как она появилась, и почему мне нравится, что она есть. И эта дистанция не от работы, не столько от работы в целом, это дистанция от труда, да, вот замечать труд, там, не знаю, не работать по 12 часов, да, там, теперь у меня там все выходные я отдыхаю, да, или занимаюсь своими личными делами. И потому что я знаю, когда я там не поспал несколько ночей, а у меня было очень много бессонных ночей из-за работы. Это тоже как бы сочетается, естественно, архитекторы там работают ночами. Да, вот эти мемы про архитектора могут всю ночь, Да, вот да, это да, вот. да, да. Вот. Но они потом не могут оставшийся день. И оставшуюся жизнь, возможно. Вот. И в какой-то момент я просто понял, что я буду чувствовать себя очень хуёво на следующий день, если я буду ночь не спать и работать. Ну и вообще, зачем мне это надо? Там смесь злости с самоунижением каким-то, и вообще, ну, это ужасное состояние. И я просто понял, что, ну, как бы, мне просто нужно заранее говорить, что нет, я не сделаю это вовремя, да, ну, как бы, Ну, да. ну, вот, и, Но это ответственный подход тоже. ну, это про границы, да, Да. про дистанции какие-то, да. Антон, Да. короче, ты работал в некоммерческой организации. Ты занимался урбанистикой там, верно? Разным. Разным всяким. В том числе и урбанизмом. Так вот, вопрос в том, что чувствовал ли ты там какую-то значимость для себя, работая в НКО? Зачем ты туда пришел? Вот мы чуть-чуть начали про это. Если бы ты мог измерить, типа, не знаю, вот чуть-чуть вот так вот стало получше, не знаю, в значимости, либо вот так вот для меня стала более значима моя профессия, либо это 10 тысяч разных видов оттенков, которые как-то повлияли на твою Ну, это все динамика, да, все происходит в динамике, все Мир течет, мир меняется. познается в сравнении, да. Но, конечно, в самом начале для меня это было вау, да, и там я потерял все границы, которые у меня были. Дозволенного и недозволенного. Ну, скорее, и вот это тоже почему там очень много было про какую-то деятельность, да, не про труд, а просто мы просто хотим менять мир, да, и мы, возможно, даже у нас получается сделать. Я правильно понимаю, что ты переехал в Литву, все еще работая в некоммерческой Да, организации? но до этого я проработал, наверное, 2 года, то есть основное время это было в Беларуси. Ну, а помогало ли тебе справиться с переездом, то, что ты закрывал для себя какой-то этический вопрос? Я бы сказал, что когда я переезжал, этический вопрос уже был где-то, ну, Везде. Позади. Да, ну, Позади, скажем тогда. да, ну, то Уже есть, прошло 1,5 минуты. потому что я говорил, да, что у меня были какие-то горящие глаза, и потом, которые оказались розовыми очками. Кучей. Ну, Так да. это и в архитектуре у тебя было? Да, как я да, ну, понимаю? это нормально, да, что, как бы, я же живой человек. Это не Слушай, наезд, мы просто да, говорили... ты Ну, даже- вы не ставите под сомнение. Ты Нет. порозовел. Больше не отлично. ставим. Вот, и как бы, и вначале мне это очень помогало закрыть вот эту вот брешь, да. Я работаю в коммерческой сфере, а что я делаю? И сейчас я буду помогать обществу. И первое время мне очень нравилось помогать обществу. Типа, какой-то период я помню, что я работал на какую-то часть ставки, и на основной работе, и мне даже там мы что-то платили, но, честно, для меня это было, ну, как бы могли не платить. Ну, то есть, Вторым делом? да, мне просто нравилось это. Но как бы время шло, менялась ситуация очень сильно в целом в Беларуси, и менялось как бы мое отношение к тоже тому, что происходило в НКО, и в целом, как бы, ну, как бы, очень сложно как в той ситуации понять, что конкретно повлияло, да, но я думаю, что определенно вот эти розовые очки у меня упали, да, розовые очки
при моем взгляде на НКО? Мой вопрос про то, что было ли ощущение, когда ты пришел в некоммерческую организацию, и там пытаются, вот мы с тобой прям были участницами того, что мы пытались построить, условно говоря, идеальные процессы, мы работаем на создание какого-то лучшего мира, над улучшением этого мира. Давило ли это как снаружи, так и изнутри? Возможно ли вообще все это, условно говоря, создавать, типа, не знаю, идеализированный мир? Вот ты сейчас говоришь про то, что у тебя там упали розовые очки один раз, второй раз, это 10 тысяч вариантов этих розовых И, очков. кстати, мне уже нужно теперь обычные очки покупать, потому что зрение уже не то. Окей. Стекла внутри разбились, правильно? Вовнутрь разбили. Вот, и вопрос того, что создает ли вот это вот внешнее, то, что вы должны создать идеальное и улучшать все время. Какое-то прям супер давление. Нет ли в этом, не знаю, какого-то притворства, какой-то, опять же, идеализации, потому что мы начали с тобой говорить про архитектуру все вместе, про то, что это в каком-то смысле идеализация тоже. Это вот вы там творцы. Потом урбанистика, и ты пришел в НКО для того, чтобы чувствовать там важность, вклад и так далее. И вот ты находишься в НКО, и мы пытаемся создать что-то великое, все хорошее. Как оно? Как оно? Ты сказала про идеализацию, да, и вот и это большая проблема как раз. И это причина, почему упали, возможно, вот эти очки. Или разбились, или что там с ними произошло. Вовнутрь разбились. Вовнутрь, да. И потому что я видел динамику, вот это моя сверхмотивированность в начале, да, и в конце, когда я, опять же, не потому что там проект был плохой или что-то еще, но я помню, что уже в конце, когда я заканчивал работать, после того, как мы завершили часть проекта, я 3 раза сел в неправильный троллейбус. Типа... Блять, я думала, 3 раза сел в тюрьму. Нет, там этого не было. Нет, все нормально. И, ну, я уже плюнул просто и дошел до дома пешком, чтобы точно дойти. И это про то, как тоже, ну, как бы уже, не знаю, мое тело среагировало на то, что мне, может быть, не совсем нравилось. Но это очень часто про идеализацию. И вот само понятие идеализации, оно же давит, как бы, я ощущаю это давление. Мне вот интересно, как тебе, человеку, который пришел из сферы, которая тоже такая достаточно идеализированная, из твоего опыта, который ты рассказываешь. И вот как эта идеализация влияла на тебя в НКО? Скорее, мне сложно сказать про давление. Я, наверное, его не чувствовал. Для меня, наоборот, это была свобода, особенно в начале, да? Ну, было ли вообще это давление? Не про то, что это должно обязательно быть, да? А что ты имеешь в виду под давлением идеализации? Ну, быть хорошим, наверное, да? Да, это вот про ощущение того, что, я не знаю, вы должны быть идеальными в организации, вы должны быть идеальными, вы должны создавать новый мир, вы должны быть хорошими, вы должны нести вот типа что-то хорошее. И вот мне кажется, как раз в этом и большая проблема. Я не хочу говорить проблема всех НКО, да, я хейчу НКО. Нет, но в целом... Вопрос. Проблема, когда мы за все хорошее ради всего плохого. Да. Да? Ради всего плохого. Или как там формулировка звучит? Против всего. Да, мы за все хорошее против всего плохого. И вот эта формулировка уже очень плохая, потому что мы хотим делать и это идеально, и это хорошо, и это тоже хорошо, и это, ну, конечно, тоже хорошо. Нет, мы не будем урезать время на вот этот, не знаю, на вот этот ивент, потому что мы должны делать все идеально. Но в итоге получается так, что там, когда нужно было быстро решать какие-то, не знаю, финансовые вопросы, извините меня, да, или организационные, менеджерские, возможно, да, мы там решали какую-то, не знаю, с коммуникацией вопросы, да, это все важно,
но очень важно это делать в контексте и делать какие-то приоритеты. И через какое-то время для меня размылось вообще представление, а что мы делаем? Ну, типа, а ради чего мы здесь? Мы начинали с урбанизма, а закончилось, что там... Я закончил тем, что я делал там, не знаю... Это тоже важный был процесс внутри организации. Я делал какие-то таблицы там и по оптимизации рабочих процессов, да, и тут я понял... Клуб любителей таблиц. Вот, и просто я в какой-то момент понял, что да, я не хочу заниматься таблицами, вообще, что я делаю, и я не могу другим людям сказать, чем я занимаюсь. И вот когда такое происходит, ну, это понятно, что нужно что-то... Все, уходим. Да, что-то не так. Вот, да. Ну, в этом присутствует больше 95% труда. Видимо, Работы. да, там уже было 97. Вот, да, не знаю, почему такой процент. И да, это когда уже труд определяет все твое время. И тут я понял, что вау, оказывается, и вот это вот еще же очень много в НКО про нужно. Мы должны делать нужно, мы должны делать для общества, мы не должны смотреть на то, что мы там И можешь ли ты быть плохим, условно говоря, в этом всем? для общества. Да, и для команды, и для общества. Команда — это ж микрообщество внутри. Ну, здесь, опять же, мне сложно именно вот про плохим, да, и про... Ну, про нужно, хорошо. Да, но вот про нужно, потому что это какое-то обязательство будто бы. И просто позже я понял, что, вау, оказывается, важно, что я хочу тоже, да? Ну, это история, хотя, ну, и в НКО важно, не важно где. И вот я Не, помню... она везде очень важна. Да, я помню, как Лиза мне скинула какую-то заявку, когда я искал работу еще. Там чуть ли работа в администрации Байдена была. И я посмотрел, и про демократию, да. Я просто знала, что ты уже наточил у себя эти скиллы. Да, нет, это классно. Мне Приятно такое слышать. Пожалуйста. Вот, но я смотрю, я понимаю, что опять буду какими-то таблицами заниматься в администрации Байдена. Блин, опять в администрации Я понимаю... Ну, слушай, сейчас бы ты был без работы. Нет, но я понимаю, смотрю на эту заявку и думаю, ну я же вообще-то дизайнер. Куда вы меня к Байдену? Какой дизайнер? Архитектор? Ну, ландшафтный дизайнер. Ну, это другое. Вот, это ну, другое. И поэтому про вот эту нужность, необходимость. И мне кажется, вот в Беларуси и в Восточной Европе в целом это какая-то очень важная штука про нужность, какой-то свой долг перед социумом, там вот это все. Потому что я слушаю тоже подкаст, здесь есть литовская медиа «Наро-журналистика», и они позвали продюсера из Швеции, по-моему, или Финляндии, который переехал в Литву и начал заниматься здесь музыкой. И я помню, интервьюер задает вопрос у него, а вот как ты начал этим заниматься? Вот ты думал про то, насколько это важно для общества? А вот этот чувак, который приехал из Финляндии, условно, говорит, да я вообще этим вопросом не задавался. Просто потому что мне нравилось. Да? И это как какой-то такой шок, да, а вот, литовец, он продолжает спрашивать, типа, а вот, ну подожди, ну долг, ну, вот, и мне кажется, это какой-то, ну не знаю, может, у меня это тоже похожая какая-то история была в архитектуре такая. Я думаю, мне это тоже отзывается. Да, но ну, это, опять же, может, вопрос поколения? возможно, плюс еще есть, ну, как бы история с тем, что у нас, ну, как бы в радикальных, если посмотреть, и та позиция, она абсурдная, да, я просто решил сделать то, что хотел, не знаю, потом заканчиваем производство боеголовок куда-нибудь. Ну, я не уверен, что такое бывает, но нет, ну, неважно, да. И как бы это диаметрально противоположная позиция, возможно, ему стоит подумать, чем он все-таки занимается. Вот, но в целом, да, мне кажется, вот это вот... Можно меньше говорить слово «нужно», мне кажется. Ну, это хорошая Помнить про, да, где мы и что происходит, но не использовать слово «нужно». В НКО очень мало оплачиваемой работы, но вы все-таки работали за деньги. И я так понимаю, что в какой-то момент случился
казус, когда ты работал чуть меньше 8 часов в день, именно 3. Да. Как для тебя чувствовалось это время? Хуёво. И проблема в том, что... Ну, давай только не ограничимся денежным вопросом, Да, да, нет, материальным, какие деньги, а я вот не за деньгами. приебемся к уравнению 95% труда Ну, Окей. типа, и что-то 5% есть, да, вот креатива. это Ты хочешь вот. пересмотреть его? Типа, нет, хватало ли тебе работы? Ну, типа, чисто... Там было уже 130-150% труда и минус креатив. То есть в Но этой... при этом это 3 часа. Да, 3 часа. Да, 3 да. часа в день, ну, Я про это и говорю. 200% труда. Повышаем, 300. Вот, но это очень сложно, потому что, опять же, я был в прострации, да, и не знал, что вообще дальше будет. И из-за опыта миграции, и это, кстати, и то, что мне помогало, это просто я много читал и думал про свои отдельные проекты. Это был способ сохранить себя и не ёбнуться, да, не поехать совсем. Потому что... И мне нравится это время, потому что... Не поехать совсем это из Вильнюса в Варшаву, как бы это для Именно. белоруса путь. А для Совсем. белорусов, типа, путь это вот, типа, 9 часов. посидели тут, и потом такие, поехали совсем. Я много читал, много занимался. Вот как раз вот этой частью 5%, но это было уже вне работы. Да, это было мое личное время, но все равно я как-то переопределял свою значимость и что я делаю, что я хочу делать. И это, с другой стороны, это классное упражнение. 3 часа работы в день, когда тебе, больше никто не дает работы, упражнения. Короче, мой вопрос следующий. Вот мы сейчас обсудили все твои вот эти вот веселые перемещения туда-сюда по жизненному и нежизненному пути и страновому. И вот сейчас ты, Антон Борисовец, находишься там, где ты находишься, работаешь там, где ты работаешь, если ты хочешь, конечно, можешь сказать, кроме там, типа, не кроме, а как выглядит теперь твой, не знаю, идеально комфортный день, связанный с работой. То есть мы говорили и про 12 часов в работу, и про 3, и про идеализацию, и про смысл какой-то, и про падение идеалов. Что сейчас? Это на что-то повлияло? Извините, пожалуйста. Ну, это, конечно, повлияло на то, что я более четко выстраиваю границы между, опять же, трудом и работой мной, и какой-то более личной жизнью. И это еще повлияло на то, что, опять же, вот весь этот опыт, там, НКО, не НКО, разные работы, очки розовые, другого цвета. И сейчас, да, во-первых, это про границы вот эти. Во-вторых, мой идеальный рабочий день, я бы хотел работать 6 часов в день. Ну да. Вот. И остальное время заниматься другими проектами личными, да. И это сейчас не так. Классно, что ты узнал это о себе. Да, и это смешно, что я говорю, да, я Антон, я прихожу к балансу, но я делаю не совсем то, что я хотел. Вот, и вообще хотел бы работать меньше. То есть не 6 часов, а 3? 2 или сколько там Так Билл ты сказал, работал да. уже 3, и ты сказал, что это Нет, плохо. чтобы я работал 3, но мне платили как получал как за 12. Да, отлично, идеально. Если кто-то может такое предложить, то... Меняем формулу, короче, которую ты сказал в начале, Да. в середине. Вот, но да, сейчас я работаю 10 часов в день, не 12, но... Вау, он делает успехи. Вот, но я собираюсь скоро работать 8. А потом 6. Я надеюсь, вот. Но я пытаюсь читать в свободное от работы время и находить какие-то дополнительные смыслы. Вот. Но просто это происходит медленно, но происходит медленно. У меня нет баланса в вот этой жизни, работы и все остальное. Поэтому... А согласен был ли бы ты пройти еще раз этот путь, чтобы получить это знание о себе? Еще раз? Я просто это все видел. Зачем опять? Но
еще раз, я бы, конечно, хотел оказаться с этим опытом вот, да, 10 лет назад. Когда Мгм. ты начинал прям профпуть или до того, как ты Чем поступил? раньше, тем лучше. Вот Да, прям когда ты с поступил в пеленок, колледж? с пеленок. С пеленок? Да, я Антон, мы будем работать не 12 часов и не 3. И вообще-то где-то формула посередине. 95 От 6 плюс до 8. 5. Да, да. Да, но как будто бы мое какое-то... У меня есть непризнание опыта вот этого пройденного все равно до сих пор. Непризнание со своей Ну, стороны? да, того, что, может, не все это надо было там, да, может было по-другому как-то, какие-то промежутки. Ну, то есть это История не терпит сослагательного наклонения, вот вроде, эта вот вся да, штука. вот. Но при этом я могу взять и открыто сказать, что да, я знаю, что мне не совсем подходит, я знаю, чем я хочу заниматься, но я этим не занимаюсь сейчас. Вот, но хотя бы я вот даже здесь про это говорю. Слушай, да, я бы у тебя спросила, э, бывает ли... Вот, ну, ты сказал про то, что ты читаешь. Мгм. Мне кажется, для людей, которые вот, типа, я понимаю, что ты читаешь, но для наших зрителей и зрительниц это может звучать, типа, Антон пришел домой и читает, типа, не знаю, «Маленького принца Экзюпери» Кстати, заново. хороший Да, очень. прекрасно, прекрасно. Сашина одно из любимых произведений, насколько я знаю. Ты поясни, У меня просто дислоцированное плечо. ты поясни за то, что ты читаешь. Мне кажется, что это очень важный момент в контексте того, что мы обсуждаем. Что я читаю? Перечислить Не в книжки. плане, типа, список литературы от Антона на лето. Ну, я могу сказать, что я начал читать, и что стало каким-то меняющим моментом, да, в целом. Почему мне перестало, возможно, нравиться архитектура, я начал читать, да. Как раз во время учебы еще ко мне попал список литературы от одного архитектора, и я просто начал читать его. А там было очень много философских книг, не связанных с архитектурой обязательно, Мгм. или связанных с архитектурой, но как-то очень глобально встроенный, да, в то, что там как бы я нашел какое-то понимание, чем может быть архитектура. И в этом плане, да, то есть когда я говорю, что там я читаю в свободное время, очень часто это, не знаю, ну, я могу называть какие-нибудь тайтлы, да. Недавно я вот прочитал, например, Жижика «Насилие» книжку. Очень часто это то, что очень сложно читать, да, Мгм. типа вот я какое-то время назад закончил Лефевре «Производство пространства». Я знаю, что прочитали 2,5 человека в Беларуси, и я выехал и прочитал. Теперь, возможно, И ты 3. теперь не 2,5, а 3. Да. С половиной. Ну, просто Антон, возможно, ее начал в Беларуси, а потом Да, закончил тут. я прочитал на Да, половину. реально, я Да, угадала? да, я почитал в Беларуси половину. Мне казалось, блин, так интересно, но как-то не всегда понятно. А теперь ты такой, я понял все, да? Не, а сейчас действительно прочитал, мы еще обсуждали вот на рединг-клубах разных Мгм. ее, и я понял, что, ну, действительно, до какого-то момента я понял. Просто вопрос, сколько времени вы готовы потратить на это. Потому что, Мгм. ну, типа, это сложно, нужно уделять много времени, разбираться, вот, но это дает свои плоды, и я вот прочитал и подумал, насколько, на самом деле, мир хуёвый, и насколько... Работа тоже хуёвая. Да, насколько государство это больно и насильственно, да. Я не знаю, можно ли такое здесь произносить, но... Можно. Разные государства, разное насилие. Нет, все государства насильственные, Ну, больно. мы за анархизм, да? Нет, не обязательно. Не обязательно, хорошо. Э, Я А просто то задаю я вопрос. захочу в Беларусь ездить вдруг. 3, Вот. 2, 1. Да, и это такие штуки, которые вот это чтение такого рода, я понимаю, что оно помогало мне и помогает справляться с какими-то психологическими тоже вопросами, Мгм. проблемами. И, ну, просто потому что, допустим, не знаю, у меня есть проблема, я беру, читаю не книжку, не знаю, ну, не будем про... Маленького принца, не будем Да, оскорблять его. да, то есть я беру и читаю даже не психологическую литературу, а какой-то философский трактат.
на эту тему. Психологическая литература — это типа как начать карьеру в 26. И в этом плане, когда ты читаешь на ты читаешь не в интернете комментарий, а читаешь какой-то философский трактат на тему, которая у тебя болит, ты понимаешь, что это уж прям стабильно, что-то, чему ты поверишь, и что ты примешь, и пойдешь с этим дальше. Потом ты можешь прочитать что-то еще или узнать из другого, найдешь другую работу, и как бы ты поймешь, что просто там в этой книжке, я не совсем согласен, ты меняешь свое мнение и так далее, это естественный процесс, и как бы как-то это все, и действительно вот этот опыт, он каким-то образом помогает мне все-таки наматывать на какой-то, не стержень, но... Это типа как кассета, и ты Да, карандашом потому что... наматываешь пленочку, Да, да? потому что мой опыт — это не всегда про наматывание. Я думаю, наш любимый final question, который мы теперь решили задавать. Что для тебя safe space? Safe space? Ну, это точно не это место. Было и более сейф, как бы. Вот. Но это не знаю. Я вообще не люблю сейф. То есть тебе здесь нравится? В каком-то смысле, да. В каком-то смысле. Смотря какое время я здесь нахожусь. До того, как мы начали съемки, то есть это было энное количество большое время назад, было очень сейф. Сейчас... Нет, да, я действительно, мне кажется, что слишком сейф не должно быть, потому что тогда появляются розовые очки вот эти все, и иллюзии, и как бы зачем это нужно? Давайте, как бы уже сразу. Скажите мне правду, да? Типа вот это? Да, но... Но слишком жестко, что же обидно? Да, нужно быть готовым и подготовиться. А ПТСР не будет потом? Может быть такое. Но нет, как бы, вот я говорю, что безопасное, но оставлять какую-то дверь в мир, вот туда, да, вот там есть там, дверь. где дверь? Да, ее можно открывать иногда, или окна заклеили здесь. Вот, можно как бы, чтобы просто какой-то взгляд был хотя бы на то, что происходит вне вот этого безопасного пространства. Класс. Спасибо. Хочется заплакать под конец. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте классы, поплачьте вместе с нами. Мы пойдем плакать сейчас втроем. Спасибо, что все сегодня здесь. Мы будем улыбаться. Ладно, мы будем улыбаться.